Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда общественного мнения. Обсудим это, а также спецоперацию на Украине прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Игорь Нурмухаметов, руководитель регионального отделения ДСААФ России Республики Башкортостан. Игорь Нурмухаметович, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Нурманович, извините, как вы понимаете, почему увеличился уровень доверия к президенту страны и связано ли это со спецоперацией на Украине? Ну, так исторически сложилось, в моем понимании, в России, что с наступлением смутных времен или времен, когда Россия оказывается перед определенным выбором, все население, все нации и народности, населяющие нашу Россию, объединяются вокруг своего руководителя. Тем более такого, как Владимир Владимирович Путин, который многолетним своим трудом на посту главы нашей республики показал то, что он принимает решения не просто так, не сиюминутно, а в результате долгих решений, которые принимаются всеми подразделениями команды, которые у него есть, и после этого только что-то происходит в нашей стране. Также, естественно, с началом этой специальной операции, которая началась 24 февраля, то есть весь народ нашей большой России наверняка испытал двоякие чувства, то, что надо это или не надо. Одновременно с этим, значит, обсудив и проанализировав то, что случилось, большая часть населения, я так понимаю, более 90%, мне так кажется, то есть пришли к тому, что сделать это было надо. То есть это было продуманное, заранее и вынужденное решение нашего главы нашей страны, и то, что оно началось, естественно, большая часть населения была одобрена. Мы слышали, что 8 лет война на Донбассе, которая длилась, сподвигнула к тому, чтобы сегодня началась спецоперация, в начале 2022 года. Защита русского мира, что она предполагает, почему именно сейчас нужно было это сделать? На самом деле, все-таки, то есть это все началось с момента, такая фаза, мне кажется, с момента присоединения, вхождения Крыма в состав Российской Федерации и нагнетания обстановки и с Западом, естественно, в большей степени это касается Соединенных Штатов Америки, то, что это в их планы не входило. С приходом Крыма в состав России, естественно, были утеряны и Черноморские побережья, и военная база наша на Черноморском флоте заняла постоянно свое место дислокации. Мы этими решениями, конечно, сильно помешали Западу в их стратегических целях, которые у них есть по отношению к Российской Федерации. Не зря во всех, документах то, что обозначается, то, что Россия не является другом, а является даже противником. Официально это написано на бумаге. Поэтому тут спать ни в коем случае нельзя. И все, что было в 2014 году принято, это правильно. А с 2018 года очень серьезные были проведены мероприятия, в том числе финансовые вложения со стороны Запада, со стороны Европы в националистические движения, которые стали прогрессировать, очень явно прогрессировать. То есть сначала это было движение молодежное, потом это пошли уже официальные заявления депутатов Рады, и которые, не стесняясь, то есть это уже высказывали мнение о том, что силовым путем вернуть Крым, и вообще от угрозы в адрес Российской Федерации, которая всему русскоязычному населению с 2018 года это особенно проявлялось, то, что не место им там, закрывались и закрыты школы с русскоязычным населением, обучающимися. Соответственно, это вызвало большой резонанс в нашем российском обществе и не могло не сказаться на мнении россиян. Поэтому
то, что последний, особенно год, то, что прозвучало, и вот это заявление Зеленского о том, что с приходом Зеленского, то, что ему не нравятся Минские соглашения, то есть, что он вообще ни с одним пунктом из них не согласен, хотя как руководитель государства он не имеет права такого заявлять. И последней каплей, я считаю, послужило то, что уже Зеленский заявил то, что вот это Будапештский меморандум и пакетные санкции 1994 года, рассмотреть их легитимность, возможно, и нужны ли они или нет, и вообще легитимны. И неядерный статус Украины уже поднялся на поверхность. Ну и все понимают, что в случае таком, если когда-то Иран такое заявил или какие другие страны, немедленно применялись санкции, применялись действия, но в отношении Украины со стороны Запада ничего не последовало. Мы, Российская Федерация и наш руководитель, естественно, не мог не отреагировать, и это стало крайней точкой в том плане, что необходимости проведения данной специальной операции. Игорь Нариманович, оцените, пожалуйста, боеспособность российской армии и украинской армии. Есть ли у российской армии стратегическое преимущество? Мы знаем, что цель спецоперации – это демилитаризация и денацификация Украины. Об этом говорил Владимир Путин. Вооруженные силы Российской Федерации, в них, кстати, у меня и мой сын в настоящий момент проходит обучение в одном из высших военно-учебных заведений, находятся в повышенной боевой готовности, и проводится специальная операция на Донбассе, на Украине. Значит, они полностью готовы к проведению этого мероприятия. Мало того, хочу сказать то, что еще раз и в поддержку нашего Верховного Главнокомандующего, потому что ни одно решение и ни одно наступление, тем более такое серьезное планетарного масштаба, невозможно было без проведения нашим генеральным штабом соответствующих консультаций, соответствующих учений. И это заранее спланированная, подготовленная операция, которая не планировали, я надеюсь, надеялись на то, чтобы ее никогда не случилось, но к ней готовились. И готовились основательно. К сожалению, есть, естественно, сейчас на сегодняшний день потери, но эти потери, они минимальны и они неизбежны, к сожалению. Выводы, естественно, сейчас делаются, но, естественно, когда заходишь в дружественную страну, республику, когда наши войска не стремятся любыми путями, а стремятся победить именно националистов, а не людей, не украинцев, не мирных жителей, когда ведется наступление именно высокоточным оружием, когда мосты, сооружения гражданские не поражаются, а поражаются именно только военные объекты, это накладывает там тройную, четверную ответственность на каждый шаг. Ну и это, естественно, влечет определенную, то есть если бы была бы артподготовка трехнедельная, снесли бы с лица земли какой-то город и потом туда входить, это, конечно, проще. А когда входишь в город и часть населения, которое оно и не против, и участники ВСУ также сдаются, но есть заградительные отряды из националистов, которые сами расстреливают самих же ВСУшников, своих же и расстреливают. То есть они находятся как заградительный отряд, как стена, за которую назад отступать нельзя, в случае, как объявил наш Верховный Главнокомандующий, как министр обороны, то, что в случае сдачи в плен, то есть уважительное отношение к пленам, возвращение их домой, то есть живыми, невредимыми, здоровыми, при необходимости получения ими медицинской помощи, все это есть. А с той-то стороны такого нет. И наши военнослужащие, к сожалению, сталкиваются с националистами, о котором отступать уже некуда. Им либо побеждать сейчас, либо садиться в тюрьму или быть расстрелянными. То есть у них выбора нет. Игорь Нариманович, остается буквально 1,5 минуты. Можно ли считать, что спецоперация на Украине, которая сейчас проходит, это защита будущего России? Звучат такие мнения. Согласны ли вы с этой позицией? Полностью согласен с данной позицией. Все мероприятия, которые проходят на территории Украины,
Соединенные Штаты преследуют одну цель – это развитие своего военно-промышленного комплекса. Это банально. Они полностью заинтересованы в войне в Европе, чтобы она никогда не заканчивалась, она продолжалась. Были конфликты, были между какие-то усобные там проблемы, чтобы поставлять это оружие силой, либо под нажимом и сохранять свое лидерство во всем мире. Вот. Проведение этой операции ставит, конечно, под большой вопрос осуществление этих планов. И осуществляя специальную операцию на Донбассе и на Украине в целом, Россия не только помогает непосредственно Украине, но и защищает свои рубежи и безопасность нашей России в целом. Спасибо большое, Игорь Нуриманович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был Игорь Нурмухаметов, руководитель регионального отделения ДОСААФ России по республике Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.